Аслан Георгиевич, я рада вас видеть в добром здравии. Вы относительно легко справились с коронавирусной инфекцией. И у нас появилась возможность пообщаться с вами, хотя мы планировали итоговое интервью еще в конце прошлого года. Главный животрепещущий вопрос сегодня – это энергетика. И поэтому нам нужно услышать, как вы оцениваете ситуацию именно в энергетике. Ситуацию в этой отрасли, кстати, вы обсуждали недавно на совещании с депутатами парламента и главами администрации районов и городов. И ситуацию вы назвали чрезвычайной. Что делается для того, чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли? Но я хочу прежде все-таки сказать о том, что эта ситуация не одного дня, ситуация накапливалась долго. И так получилось, что помимо объективных трудностей, которые связаны, видимо, были прежде всего с тем, что энергетика, отрасль очень дорогая, она дорогая по финансам, с чем мы не особенно, справлялись. Тут добавилась и другая проблема, связанная с майнингом криптовалют. Может быть, я даже скажу, что наша энергетика сегодня стала заложником у майнеров, если вы со мной, конечно, согласны. Как известно, этот вид деятельности появляется в Абхазии не сегодня, он появился еще с 2016 года. Эта деятельность, насколько я помню, насколько я информирована, поддерживалась бывшими чиновниками, которые были ответственны за экономический блок. На совещании, о котором я говорила в самом начале, вы поставили очень важную задачу. Вы поставили задачу снизить потребление электроэнергии до уровня 2019 года плюс 5%. Можно ли считать выполнением вашего поручения, если задача заключалась в отключении майнеров? Добрый день, я рад вас видеть. На самом деле в энергетике сложилась чрезвычайная ситуация. Она имеет свою историю и свои корни. Я коротко расскажу вам о ключевых процессах, которые происходили в энергетике последние несколько лет. В апреле 2016 года между Управлением капитального строительства Республики Абхазия и ООО «Энергосеть проект» был подписан договор. В соответствии с этим договором эта компания должна была разработать фундаментальный документ, который называется «Схемы и планы перспективного развития энергетики Республики Абхазия». Для того, чтобы этот документ был подготовлен, в инвестпрограмме 2016 года было заложено 55 миллионов рублей. Эти деньги в полном объеме, 55 миллионов 300 тысяч рублей, были выплачены этой компанией. Таким образом, родился документ, который называется «Схемы и планы перспективного развития энергетики Абхазии». Абхазская сторона подготовила техническое задание, объемное техническое задание, в котором были указаны все узловые проблемы энергетики. Документ в настоящее время находится в Черноморэнерго. Этот документ не был утвержден ни в Министерстве экономики, ни правительством, но, несмотря на это, руководство Черноморэнерго в 2017 году, в 2018, в 2019 годах руководствовалось именно вот этим документом. Значит, документ определил следующие параметры. Для того, чтобы привести в соответствие с нормой, учесть объемы потребления на перспективу электроэнергии, необходимы существенные капитальные вложения. Так вот, в соответствии с этим документом необходимо было в период с 2017 года по 2021 год и на перспективу до 2026 года в энергетику, в распределительные сети вложить 9,7 миллиарда рублей. В соответствии с этим документом
для нормального функционирования высоковольтных сетей напряжением 35 киловольт и выше необходимо было вложить 11 миллиардов рублей. Это цены, которые существовали в 2016 году. С 2017 года по настоящее время, по 2020 год, в энергетику удалось вложить 862 миллиона рублей. В среднем в год получилось 215 миллионов. Остальные деньги не были найдены, и не было возможности для того, чтобы объем инвестиций стал другим. Если двигаться такими темпами, для того, чтобы в энергетику вложить почти 21 миллиард рублей, если в год вкладывать, как получилось за последние 4 года, 215 миллионов, нам необходимо 97 лет. Это все не имеет ни актуальности, ни перспектив при таком подходе. Почему я привожу такие цифры? Для того, чтобы было понятно, что такое энергетика, что она требует существенных вложений, для того, чтобы было понятно всем, что свет — это товар, и он имеет свою себестоимость. Он имеет свою себестоимость, и он имеет рыночную стоимость. Сегодня необходимо актуализировать эти цифры. Когда мы столкнулись с этой проблемой, когда это стало в нашей компетенции, было дано поручение Кабинету министров. В соответствии с этим поручением были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации. В августе 2020 года по просьбе абхазской стороны в Абхазию прибыло более 20 специалистов-энергетиков. Они здесь находились около 20 дней. Их труд никто не оплатил. У нас не было денег. И они в какой-то степени актуализировали вот этот документ, о котором я говорю, схему и планы перспективного развития. Нам нужно было, понимая, что мы стоим на пороге серьезных проблем, нам нужно было понять, какие первоочередные меры необходимо предпринять для того, чтобы энергетика работала хотя бы в безаварийном режиме, не говоря о росте, не говоря о перспективах ее развития, чтобы хоть как-то уйти от нештатных ситуаций. Вот эта группа подготовила документ, он называется «Отчет о проведении технического аудита электротехнического оборудования подстанции 35 киловольт и выше, линий электропередач, а также анализ динамики потребления электрических мощностей РУП «Черноморэнерго». Исходя из этого документа, для того, чтобы наша энергетика работала хотя бы в безаварийном режиме, нам необходимо в ближайшее время в энергетику вложить 4,7 миллиарда рублей. Это нам не даст роста, это нам позволит всего-навсего работать более или менее в безаварийном режиме. У меня лежит документ, который составлен бывшим генеральным директором Черноморэнерго Асланом Георгиевичем Басария. Эти проблемы изложены. Этот документ охватывает период с 2017 года по 2020 год. Он обозначает ряд проблем, в том числе приводит такие цифры. Например, у нас серьезная проблема с неплатежами. Все знают, что у нас тариф для населения составляет 40 копеек. Эти 40 копеек тоже многие не платят. По разным причинам. В том числе одна из причин — нет приборов учета потребления электроэнергии. Этими приборами учета население не обеспечено. Стоимость этих приборов сегодня с возможностью их дистанционного отключения около 18 тысяч один прибор. Нам нужно около 90 тысяч таких приборов, почти по 2 миллиарда рублей, для того, чтобы всю Абхазию обеспечить этими приборами. Там, где стоят приборы, на самом деле есть такая тенденция. И платят больше, и экономят больше. Это вещи взаимосвязаны. Так вот, существует тариф 40 копеек для населения. С 2012 года тариф не повышался. В последнем году повышение было, в 2012 году было принято соответствующее постановление. Так у нас средняя заработная плата небольшая, 11 тысяч рублей. Официальная статистика нам об этом говорит. Тариф 40 копеек. Средняя заработная плата в Адлерском районе города Сочи 39 тысяч рублей, а тариф составляет 4 рубля, в 10 раз
больше. К чему я это говорю? К тому, что на эту тему тоже надо подумать. Здесь в документе сказано о том, что была необходимость выработать методику, в соответствии с которой мы могли бы технически и экономически обоснованный тариф установить. Да, в документе, который подготовил Басария, это есть, но методики как не было, так и нет до сих пор. Я соответствующее поручение дал правительству. В черновом варианте документ уже готов. Я думаю, что эта методика будет уверен в этом. Методика расчета обоснованного технически и экономически тарифа будет подготовлена и принята в первом полугодии 2021 года. Энергетическая отрасль требует серьезного подхода. Тут не должно быть, тут невозможно решать проблему наскоком. Тем более ситуация чрезвычайная, тут системный кризис. Во всех составляющих энергетики примерно одна и та же картина. Состояние сетей ветхое, состояние подстанций, чтобы вы понимали, у нас классом напряжения 35 и выше киловольт 42 подстанции в Абхазии. Из них в штатном режиме, особенно в зимний период, в соответствии с нормативом может работать только 7 подстанций. 35 подстанций испытывают сверхнормативное напряжение. Они периодически выходят из строя. Это колоссальные деньги. Они отражены в этих схемах и планах перспективного развития. Поэтому нам необходимо будет решать вопрос, в том числе и с тарифом, для того, чтобы вопрос энергетики был решен. Мы доведем нашу информацию до населения, конечно же, будем учитывать наши особенности. Я предполагаю, что тариф определенные объемы будет так называемый социально обоснованный тариф на определенные объемы потребления. Скорее всего, это будет так. Сверх этого норматива цена будет другая. Мы будем учитывать все факторы. Но такой документ нам нужен. Уйти от этого нам не удастся, потому что это вранье, это уход от проблемы. Вот когда жизнь показывает, когда люди, которые должны решать проблему, уходят от проблем, эта проблема становится уже реальной угрозой. Она перерастает в угрозу. Как это случилось в нашем случае с энергетикой. Все-таки программа минимум, все же вот чтобы выйти из ситуации, которая сегодня сложилась. Пока вот январь месяц, правда, идет к концу, зима впереди. Вот вы знаете, вот этот документ, который был в соответствии с госконтрактом подписан с компанией, схему и планы перспективного развития, документ был подписан в апреле, 8 апреля 2016 года, он был готов в декабре 2016 года. На него потребовалось около 7-8 месяцев. Проектные институты над этим работали. Я не даю оценку качеству этому документу. Это чуть позже мы посмотрим. 8 месяцев на это ушло, и было потрачено 55 миллионов рублей. Мы, не имея на это денег, позвали специалистов. Они нам посчитали 4,7. Сейчас идет работа, сложная работа. У нас порой не хватает специалистов, потому что эти два документа каким-то образом дополняли друг друга. Это серьезная работа. Мы не можем взять на вооружение документ, который не обоснован. Правильно выработать документ, получить проектное решение правильное – это часть успеха. Понятно, что еще и деньги нужно найти для этого дела. Поэтому эта задача не из простых. Если она была бы простой и решалась бы в одночасье или в рамках одного года, мы не имели бы сегодня такие проблемы с энергетикой, которые мы имеем. Только потому, что, да, с этим сопряжено очень многое. Людям это не понравится, то, что нет света. На этой теме можно раскачать ситуацию, что и планируют делать некоторые товарищи. На этой теме можно подорвать репутацию тех или иных руководителей. На этой теме можно попытаться заработать дешевые политические дивиденды. Все это мы видим. Но от этого проблема не решается. Нам нужен спокойный подход. Документ у нас будет серьезный. До конца первого полугодия в рамках этого документа будем действовать дальше. Одной из серьезных ключевых составляющих на этом этапе, что мы сделаем, пока параллельно готовится документ, это капитальный ремонт линии Ачигвара, которая в нашей энергосистеме является ключевой. Значит, уже сейчас подготовлено письмо в Российскую Федерацию, в соответствии с которым
в инвестпрограмму 2021 будут вноситься коррективы, в соответствии с которым там должны быть изысканы средства для ремонта этой линии. Если вдруг случится так, что это не удастся сделать через инвестпрограмму, то мы в любом случае найдем решение этой проблемы, будем просить Министерство энергетики Российской Федерации оказать нам поддержку строительными материалами, проводами, необходимыми, значит, расходными материалами вот и деньги. Этого вопроса вот на Чекварском участке, что это первое полугодие. Нам, вот, это дает, эта линия является ключевой, это магистральная линия, она в известной степени понизит аварийность. Это очень существенно. Мы же говорим о том, что нам нужно для того, чтобы вся система работала в безаварийном режиме, как минимум, у меня нет оснований не доверять российским документам, 4,7 миллиарда рублей. Здесь цена вопроса по ремонту этой линии 110. Эта линия наиболее нагруженная. Там чаще всего бывают аварии. Но 110 миллионов рублей – это заменить провода, значит, оборудование, связанное с изоляцией и так далее. Это тоже не есть решение фундаментальное. Это тоже текущее решение. Но мы вынуждены будем в таком ключе действовать. Ряд вот этих проблем и многие другие проблемы, плохая собираемость, отсутствие технически и экономически обоснованного тарифа, отсутствие планов развития, недостаток инвестирования в отрасль, все это привело к той ситуации, которая сегодня сложилась. И ко всему этому, как вы грамотно заметили, с 2016-2017 года у нас началось потребление несанкционированное, никем не учтенное, физическими и юридическими лицами, которые занимаются добычей криптовалюты. Да, в декабре 2018 года было принято постановление Кабинета министров о запрете этой деятельности. Для реализации этого постановления что было сделано далее? Запрет на ввоз данного оборудования не было. Да, запрета не было. Во всяком случае, я не знаю ни одного документа, который запрещал бы ввоз данного оборудования. Но после постановления правительства, вот скажите, в 2018 году выявили какие-то криптофермы, закрыли, запретили? Вы знаете, я тоже интересовался этим вопросом. Были ли какие-то материалы, связанные с тем, что власть предпринимала некие усилия по противодействию этому виду деятельности? Мне такие факты неизвестны. Вот то, что сегодня делают наши энергетики, Министерство внутренних дел и другие представители ведомств, в некоторых случаях это может быть эффективно, в некоторых случаях это может быть неэффективно, но работа, она идет. И мы сделаем так, чтобы эта работа будет эффективной. Но я не знаю такие примеры, когда в 2018-2019 году такая работа велась. Коль скоро в 2018 году приняли постановление о запрете деятельности, так это о чем говорит? О том, что тогда еще назрела проблема. Она тогда еще приняла очень серьезные масштабы, поэтому, но это была полумера. Поэтому были приняты такие решения, но это оказалось полумерой. Полумеру провели к сегодняшней картине. Мы на самом деле пытаемся предпринимать меры, направленные на то, чтобы эта деятельность была запрещена. Я скажу, что мы в последнее время сделали. Вот несколько дней тому назад я провел совещание. Кому-то это понравилось, кто-то по поводу этого смеется, но деятельность, незаконная деятельность ведется на местах. И, конечно же, на местах должно быть обеспечено противодействие этой работе. Кто это может организовать? Конечно, только глава администрации района, которому на этом этапе подчинен и начальник милиции, и энергетик. Есть такой ресурс, как прокурор. Но не бывает такого, чтобы на местах не знали, кто этим занимается. Но в селах, например, глава администрации сел, они это знают, потому как им не было вменено заниматься такой деятельностью, они руководствовались таким принципом, как «моя хата с краю». Но кто не хочет наживать себе врагов, а некоторые руководители, возможно, задействованы в этой работе, являются сами выгодоприобретателями. Я ничего не исключаю.
Мы только начали масштабно работать в этом направлении. Какая была задача поставлена? Есть цифры потребления. Эту задачу тоже хотят исказить некоторые товарищи. Цифра потребления, которая была в 2019 году. Какой объем электроэнергии потребило наше население. Цифра, которая сложилась в 2020 году. Объем потребления вырос на 21%. Я поднял главу администрации Сухумского района, Творчельского. В одном из районов объемы потребления увеличились на 60%. Я задал им вопрос. Вы потребили на 60% больше электроэнергии, чем в прошлом году. Объясните, как такое могло произойти? У вас выросло население, количество проживающих людей в районе? Отвечают, что не выросло. У вас появились промышленные предприятия или иные предприятия, которые обеспечивают рост потребления в таком объеме. Такой картины тоже нет. И они же, руководители на местах, говорят, что это потребление обеспечено за счет того, что этим занимаются незаконно майнеры. Сами признают главы администрации. Поэтому эта работа в известной степени сегодня возложена на них. Это не означает, что центральные органы госуправления от этой работы отстранились. Ничего подобного. Каждый день в 10 часов утра мы получаем определенные данные. На этой неделе будут выезды на местах. Исполняющие обязанности премьер-министра и глава администрации президента получили поручение, и они на этой неделе исполнят самим поехать на местах и принять участие в рейдовых мероприятиях, самим убедиться в этом. Конечно, мы будем сталкиваться с разными явлениями, и с обманом, и с недобросовестным отношением. Конечно, мы с этим, люди за короткое время не могут поменяться. Все это имеет место быть, это мы признаем. Но это не означает, что мы остановились. Это означает, что мы с удвоенной энергией будем с этим бороться. Дальше какие меры мы предприняли? Сегодня я направил в парламент несколько законопроектов. Законопроекты, которые предусматривают существенное, беспрецедентное усиление ответственности в отношении тех лиц, которые занимаются незаконной добычей криптовалюты. А если конкретно? Вот эти законопроекты. Конкретно, вот какие ожидаются санкции, скажем так? Штраф колоссальный. Примерно это получается 1 миллион 800 тысяч рублей в отношении тех, кто за ним, если это парламент примет. 1 миллион 800 тысяч рублей штраф в отношении тех, кто занимается незаконной добычей криптовалюты. Объем потребления 1000 киловатт или 1 мегаватт. Некоторые товарищи путают цифры. Сегодня штраф там 2 или 3 тысячи рублей. Тут 1 800 000. Повторное нарушение, повторное — это то, что может произойти в течение года. В таком случае конфискация и уголовная ответственность. Мы не можем не реагировать таким образом. Я понимаю, что это очень непросто, что это очень серьезные меры, но мы вынуждены в таком ключе двигаться дальше. Наши государственные институты будут вынуждены, их руководители будут вынуждены обеспечить исполнение этих мер. Аслан Георгиевич, а если парламент не примет эти поправки или изменения в закон, вот и правовые нормы, которые необходимы для того, чтобы жестко сейчас бороться с майнингами или с майнерами? Если этого не произойдет, или вы все-таки надеетесь, что парламент настроен решить эти проблемы положительно? Вы знаете, я думаю, что парламент к этому вопросу отнесется очень ответственно. Если есть какие-то иные, более действенные альтернативные меры, то мы можем их реализовать, если они известны. Если мне не изменяет память, я тогда болел, меня не было на работе, парламент принял обращение и высказался в том духе, что эта деятельность должна быть запрещена. Поэтому я думаю, что в парламенте эти законопроекты пройдут, должны пройти. Конечно, они могут быть откорректированы в какой-то степени. Это прерогатива парламента. Мы их опубликуем, нашу версию, то, что мы направили. Это все мы постараемся довести до общественности и ждем того решения, которое примет парламент. Без этого будет сложно. Аслан Георгиевич, И еще один момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Я поставил задачу перед руководителями снизить потребление
до того уровня, как это было в 2019 году, плюс 5%. Это естественный прирост, и то с запасом. Сейчас некоторые деятели, общественные деятели или те, которые претендуют на то, чтобы называться общественными деятелями, говорят, что это будет обеспечено за счет верных отключений, а не за счет того, что отлучат тех, кто занимается незаконно майнингом. Хочу еще раз подчеркнуть и довести до сведения наших граждан. Такой подход не пройдет. Снижение потребления должно быть обеспечено за счет отключения тех, кто занимается деятельностью по добыче криптовалюты незаконной. И именно так, а не иначе. К сожалению, верные отключения, они тоже могут быть, но это к этой проблеме отношения не имеет. Вы говорите незаконно, ведь занятие майнингами может быть законным? Оно запрещено. Это запрещено. Да. Постановления, которые были приняты в сентябре 2020 года в Кабинете министров, их там несколько постановлений. Надо внимательно прочитать все эти постановления с начала до конца. Тогда будет ясно, о чем идет речь. Я как-то в этом ключе высказывался. Специалисты энергетики говорят о том, что определенные объемы на определенных условиях, в определенных местах на территории Абхазии, для того, чтобы это было выгодно государству Черноморэнерго, какие-то объемы теоретически возможны. Но это требует изучения. Параллельно правительство занимается... на этом этапе это исключается. На этом этапе это исключено. Да. Как только мы сумеем и обеспечим определенные правила игры, обеспечим их неукоснительное исполнение, такие объемы могут быть, так говорят специалисты. Если их не будет, то мы этим заниматься не будем. Но сама по себе деятельность, многие вложились в этот бизнес, все это понятно. Но на этом этапе это должно быть исключено. Рушится система, это же очевидно. Насколько это соответствует морали человека, когда кто-то пытается обогащаться за счет того, что в чьи-то дома не приходит свет, дети остаются без тепла, в холоде, без горячей пищи. Но на эту борьбу, на эту работу надо настроить всех. Мы будем ездить по селам. Результат будет. Это будет очень непросто, это будет очень тяжело, потому что такую работу никто не проводил, потому что она не популярна. Она не приведет к тому, что повысится авторитет власти. Нет, это приведет к тому, что недовольных станет чуть больше. Да, и они об этом будут говорить. Но это как бы не тот аспект, которым надо руководствоваться. Поэтому более подробно на эту тему мы будем говорить на совещании. Сейчас оно должно пройти в конце этой недели или в конце следующей недели. И мы с периодичностью, с определенной, будем информировать нашу общественность о том, как обстоят дела в энергетике. В последнее время, поскольку мы очень много телевидения, я имею в виду, занимается этой проблемой, наши съемочные группы, они везде и всюду работают как раз-таки с теми, кто пытается найти и отключить майнеры. Вот, и мы тоже посвящены хорошо в эту проблему. Понимание того, что на самом деле энергетическая отрасль самое главное, может быть, именно самое главное, потому что все вот эти годы какие-то программы экономические появлялись, но я не помню, чтобы какая-нибудь программа, если не ошибаюсь, если не заблуждаюсь, чтобы она начинала с энергетики. Обычно мы приоритет отдавали аграрному сектору, туризму и так далее. Но теперь становится понятным, что без энергетики ни сельского хозяйства не будет, ни турбизнеса не будет, и вообще нормальной жизнедеятельности не будет, и тем более, что энергетической безопасности нашего государства тоже не будет, поэтому я думаю, что вы со мной согласитесь, энергетика для нас это как дамоклов меч над нами висит, и эту проблему мы должны решать. Спасибо, что вы не ищете простого решения, а вот более глобально думаете об этой проблеме. Но, конечно, все-таки люди хотят, чтобы электричество
каждый день у них, значит, было дома и не испытывали этих неудобств. Конечно, ужасно дискомфортно жить в таких условиях, и мы все, наверное, это понимаем. Во всем, что началось сейчас вокруг энергетики и майнингов, хочется, чтобы здесь была честная игра, в том числе и политическая. Я к чему это говорю? Недавно на своей странице в Фейсбуке бывший вице-премьер, министр экономики Ардзинба Адгур, он практически обратился к вам как к президенту. И он вот говорит о том, что я могу даже процитировать его, почему бы нет, да? «Пусть президент посмотрит на свое окружение. Закон должен работать для всех». Открыто он говорит о том, что вокруг вас есть люди, наверное, имеются в виду чиновники в вашей команде, которые занимаются этим бизнесом, этим видом деятельности, и что чиновники сами занимаются укрывательством и так далее. Что бы вы ответили или просто как прокомментировали бы такое обращение к вам? Вы знаете, я это обвинение, впервые это слышу от вас, но коль скоро вы его цитируете, видимо, такой факт был. Я не знаю, какие цели, сделав данное заявление, преследует бывший министр экономики, бывший вице-премьер. Если он преследует цель помочь в борьбе с теми, кто занимается незаконной добычей криптовалюты, то будет правильно, если он назовет конкретные имена. Потому что виновность предполагает персонифицированный подход. Кто именно, о ком идет речь? Я буду бывшему министру экономики, вице-премьеру за это очень и очень благодарен. Нужны факты. Если фактов нет, то это очень похоже на то, что вот навести тень на плетень. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, что такие подходы, если факты не будут озвучены, не будут укреплять меры доверия между нами и не будут укреплять возможности для диалога с оппозицией. Поэтому я жду следующего заявления. Имена и фамилии. Если будут названы имена, фамилии и факты, то меры будут предприняты. Я ничего не исключаю. Вы знаете, мое окружение — это администрация президента, это кабинет министров, это люди, которые там работают. Это, наверное, тысячи людей. Вот если помогут нам, назовут фамилии, то мы быстренько с этой проблемой разберемся. Будучи лидером оппозиции, вы очень часто и обоснованно обсуждали и ставили проблему коррупции в нашем государстве. Вот по моей информации, за период с 2014 по 2020 год в Генеральную прокуратуру направлено 36 отчетов и материалов по результатам контрольных мероприятий. Вот следующие данные очень интересные. Из них лишь по 7 возбуждены уголовные дела. Одно административное дело, направлено 8 представлений. Хочется спросить, какие приняты по ним решения? Есть люди, которые на самом деле привлечены к уголовной ответственности? Есть хотя бы один человек, который находится там, где ему нужно находиться? То есть в местах лишения свободы? Да, да. Вы знаете, во вторник, в прошлый, я проводил совещание с участием руководителей правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, с участием председателя комитета по правовой политике парламента, секретаря Совбеза, главы администрации. Мы обсуждали эти вопросы. Примерно в таком же ключе был задан вопрос руководству Генеральной прокуратуры. На самом деле, по этим материалам сегодня ни одно лицо не находится в местах лишения свободы. Вы знаете, можно говорить на эту тему очень долго, пытаться оправдать такой результат работы правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры меня не устраивает. Это не устраивает наше население. И коллегам из Генеральной прокуратуры четко было сказано, что так работа дальше не пойдет. Совместная работа так дальше не пойдет. Обсуждались и другие вопросы, связанные с этой деятельностью. Вы посмотрите, наше законодательство, есть, значит, пробелы в законодательстве.
Верховный суд, Генеральная прокуратура имеют право законодательной инициативы. Они должны обобщать все материалы, которые у них находятся. Особенно по коррупционным делам. Сейчас мы эту проблему обсуждаем. Да. Надо посмотреть, почему мы не можем привлечь к ответственности. Вы знаете, к уголовной ответственности двоих привлекли. В отношении них избрали меру пресечения, как подписка о невыезде, а не дома. Это тоже называется привлечь к уголовной ответственности. Только они не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести. Они как жили, так и живут. Так и дело не пойдет. Ни 1 рубль государству никто не вернул. Эти люди фактически находятся на свободе. Я задаю вопрос нашим правоведам, практикующим. Ни МВД, ни СКБ, ни Минюст не имеют права законодательной инициативы. Это, как правило, могут, не как правило, это прописано. Генеральная прокуратура, Верховный суд. Вы бы обобщили и дали бы материалы по усилению мер ответственности за такое поведение. В парламенте лежит ряд законопроектов, направленных на противодействие коррупции. 3 года они там лежат. Эти материалы пока не нашли продолжения. И я об этом тоже говорил с депутатами. Может быть, кому-то не нравится этот законопроект, так пусть внесут другие законопроекты. Речь идет о том, что у государства, у нашего населения за несколько лет, вот по тем материалам, которые я вижу, в соответствии с этим отчетом контрольной палаты и с другими материалами, ущерб нанесен более чем на миллиарды рублей. В условиях Абхазии это колоссальная цифра. Ни 1 человек сегодня не сидит в местах лишения свободы. И вы не можете ничего сделать. Я обязательно сделаю. Мы должны очень внимательно деятельность правоохранителей посмотреть, проанализировать. И в парламенте тоже. И если ситуация не изменится, принять кадровые решения. Другие меры невозможны. А какие еще могут быть другие меры? И такие кадровые решения мы примем в деятельности МВД. Например, в этом совещании. Оно не было в эфире в силу разных причин. Так получилось. Там тоже статистика по некоторым видам преступлений, она неплохая. А вот по дорожно-транспортным происшествиям у нас в 2020 году погиб на 1 человек больше, чем в 2019. Несмотря на то, что до 1 августа граница была закрыта. Чем это объяснить? Так вот, значит, было дано поручение, приказ министра внутренних дел. Строгий выговор получил начальник управления ГАИ, выговор получил заместитель министра, который курирует ГАИ. До 1 марта 2021 года, будем сравнивать статистику с 2019, с 2018 годом, ситуация не исправится, эти люди в органах внутренних дел работать не будут. Это моя прерогатива. Это не надо будет мне согласовывать ни с парламентом, ни с кем. Руководители об этом знают. Я очень ценю кадры. Я понимаю, что у нас проблемы с кадрами, дефицит кадров. Но не принимать меры, не работать эффективно никому позволено не будет. В меру моих полномочий. Поэтому вы очень правильно подняли проблему. Она есть. Я вам советую пригласить руководителей на телевидение, подготовиться к этой встрече и побеседовать откровенно с тем, чтобы наши граждане видели, как уполномоченные на то лица справляются с возложенными на них обязанностями. Вот попытка, знаете, это не получается. По резонансным делам тоже картина у нас неважная. Ну, как раз Осман Георгиевич, убийств там и так далее. Не буду в детали, в подробности. Очень. Нет, я вот, все-таки, вы, может, не будете, я все же скажу про громкое убийство, которое, в принципе, всколыхнуло страну в январе 2020 года. А что, в декабре 2018 у нас не такое убийство было, когда по трассе расстреляли людей? А что у нас похищение Яковлева, похищение Саная и ряд других похищений? Они что, раскрыты? И нет продвижения абсолютно. Да, вот для мы того, ничего чтобы, не знаем. Для того, чтобы не было испорченного телефона, я вам советую пригласить руководителей и с ними обстоятельно поговорить. И эту беседу показать нашим гражданам. Они вам дадут более развернутый ответ. Вы, как гражданин, имеете право спросить, почему это преступление не раскрыто? Почему это преступление не раскрыто? Почему такие меры не приняты? В чем дело? Я дальше не хочу вникать в эту проблему. Я высказал свое отношение. То, что происходит в правоохранительных органах, меня тревожит. Ситуация там должна быть изменена. Если ситуация там не будет изменена, то мы будем принимать кадровые решения. Все, других вариантов нет.
и быть не может. Мы повторно направим документы в парламент, законопроекты, направленные на противодействие коррупции, это первое, и организованной преступности. Параллельно идет работа, которую возглавляет секретарь Совета Безопасности, о повышении эффективности деятельности правоохранительных органов. Здесь тоже нужен системный комплексный подход. Мы испытываем дефицит с практиками, с правоведами. У нас на самом деле есть дефицит. Мы иногда идем, знаете как, не имея ориентиров, методом проб и ошибок. У нас мало людей, которые могут сегодня сесть и подготовить пакет документов по реформе правоохранительных органов, в частности МВД. Я думаю, что это часть вашей программы предвыборной. Это часть моей программы. Я задал контуры, я там кое-что написал. Это требует уточнений. Соответствующая работа началась. Возглавляет ее секретарь Совбеза. Мы не собираемся отступать. Мы готовы найти деньги, пригласить специалистов. Это требует времени. Теоретическая подготовка этих документов требует времени. Если проект на капитальный ремонт и реконструкцию здания, сооружения, типового, на проект на школу, этих школ десятки построены, требует полгода, вы можете себе представить, сколько потребуется времени на проект реформирования государственной структуры правоохранительных органов? То, что никогда не делалось. Комплексное реформирование, новые вызовы, новые угрозы. Какая должна быть, к примеру, новая милиция? В какой-то степени мы можем с нее спросить, потому что мы сделали так, что милиции повысили заработную плату. Не так, как хотелось бы, но значительно лучше, чем было. Средняя заработная плата сотрудников милиции увеличилась на 80%. Часть денег им выплатили 31 декабря. Существенное повышение материально-технического обеспечения. 50 единиц транспорта будет в ближайшие 2-3 месяца приобретено. Технические средства. Уже идет работа по составлению и реализации программы «Безопасный город». Нам помогает правительство Москвы. Все это в комплексе. Вы знаете, я понимаю сложность этой задачи, поэтому я так, кому-то кажется, что мы очень долго этим занимаемся. Мы не долго этим занимаемся, мы этим занимаемся основательно, и мы не хотим делать тот продукт, который не будет работать. Мы уже такой продукт один раз сделали, когда провели реформу судебной системы. Это хорошо, что судьям подняли заработную плату. Только от этого судебная система не стала работать эффективнее, и уровень доверия к ним не стал выше. К сожалению. Да. Такую реформу мы уже один раз провели. Я могу еще перечислить реформы, где проводились ради реформ, и не было результата. Мы говорили, я говорил о том, что мне нужно 2,5 года для того, чтобы задать тенденции в правоохранительных органах, тенденции правильные, а воспитать сотрудника. Об этом никто не знает, кто не практиковал, кто не работал. Сколько нужно времени потратить на то, чтобы воспитать оперативного сотрудника? 5 лет его подучить, 3 года наставник, 2 года еще, значит, он в самостоятельном плавании, 10 лет. Хорошо. Кто у нас этим занимался? Вообще, конечно, это очень актуальная и очень большая проблема. Я понимаю, что сегодня в подробностях обсудить мы не можем, и тем более, что в этом вопросе вы очень компетентны. У нас предусмотрено законодательством, это не жесткая, это справедливая мера. У нас что, проблема с тем, что государство перебирает с жесткостью? Или проблема с тем, что государство не может осуществить меры государственного принуждения должным образом? По-моему, мы не добираем. Да, я просто не хочу приводить примеры из современной истории нашей соседней и враждебной страны. Я просто знаю, что вы тоже знаете, что реформы, которые там проводились, кстати, по поводу правоохранительных органов, они были очень жесткие, потому что, и насколько я знаю, теоретически есть реформы, которые они могут быть почти такими же жесткими, как революции. Бывает такое, поэтому как и что у нас планируется, обо всем этом, наверное, мы потом поговорим. Мы сейчас обобщаем предложения, которые поступают с разных ведомств, да. Потому что очень многие приспособились неплохо выживать в этих условиях. И вот в этом смысле, чтобы это все сломать, конечно, требуются подходы неординарные и наступательного характера. Но у нас нет альтернативы. Нам нужно время. Меня же избрали на 5 лет в соответствии с Конституцией. Мне нужно до 2022 года эти вопросы будут решены. У нас будет другая милиция. По некоторым преступлениям вы можете сегодня, не хочу хвалить никого,
обратить внимание, по некоторым тяжким преступлениям ситуация стала иной. Почему она стала другой, более легкой? Да потому что сами сотрудники милиции, отдельно взятые люди в погонах, перестали совершать преступления. Хотя бы так. В розовом свете ситуацию мы абсолютно не представляем, не видим и так далее. Мы все понимаем, что и с коррупцией, и с непрофессионализмом, с некомпетентностью. Ну, иногда мне вообще, не хочу говорить слово «кажется», потому что я не могу пока это обосновать, что кое-где имеет место саботаж. Мне так кажется. Саботаж тоже имеет место, но время покажет. Я вам хочу сказать по поводу саботажа, что это так, а кое-где имеет место откровенное предательство, оконченный состав преступления. Государство вот все это время, власть, она вынуждена заниматься экстремальными проблемами. Ваше президентство, начало вашего президентства совпало с пандемией, потом у нас миллион проблем, то с туризмом. Была, кстати говоря, возможность такая, слава богу, этого не случилось, наше здравоохранение могло рухнуть, и, в принципе, туристический сезон оказаться мог мертвым сезоном. Мы стояли у целого ряда коллапсов, я так эти ситуации рассматриваю, экстремальные, но удалось этих коллапсов избежать, но проблемы все равно нарастают, и мы к этим проблемам еще подойдем. Но все же люди хотят услышать не только для оптимизма, это нужно для того, чтобы как-то более уверенно смотреть в будущее. Экономика и инвестиции – это очень важное направление. Как бы нас ни отвлекал COVID-19, сейчас энергетика с майнингами, мы должны развиваться. Все, что мы сегодня, сейчас обсуждали, имеет непосредственное отношение к нашим экономическим возможностям. Вам известны параметры нашего бюджета. Они отражают в полной мере состояние экономики. Так вот, бюджет, который был запланирован в 2020 году, он не выполнен. Примерно на 1 миллиард рублей. Доходная собственная часть бюджета Республики Абхазия не выполнена. Мы не добрали 1 миллиард рублей. Исключительно из-за мер, которые были предприняты в плане противодействия пандемии. Это с этим связано. Несмотря на то, что мы не добрали 1 миллиард почти рублей, нам пришлось изыскать из бюджета почти 300 миллионов рублей и направить эти деньги на противодействие этой пандемии. Нам помогли бизнесмены, нам помогла наша диаспора, нам помогли международные организации. Это тоже более 100 миллионов рублей. Возможности нашей экономики, они ограничены. Можно провести сравнительный анализ. Я беру как этап 5 лет. Вот команда прошла, затем сменилась новой командой. Можно посмотреть, сравнить бюджет 2014 года с бюджетом 2019 года. Какое количество людей у нас тогда работало, какое количество рабочих мест мы имели и так далее и тому подобное. У нас в экономике очень тревожные, отрицательные тенденции. Это можно увидеть в материалах в открытой печати. Что мы пытались и пытаемся предпринять? Понимая, что нам сложно, мы обратились, в частности, я обратился к президенту Российской Федерации с тем, чтобы нам продолжили программу, в соответствии с которой в Абхазию поступил 1 200 000 000 по инвестагентству на реализацию нескольких экономических проектов. С таким документом, с таким письмом я обратился к Владимиру Владимировичу Путину. Вот это письмо. Он дал соответствующее поручение. И мы получили письмо из Министерства экономики Российской Федерации. Оно подписано первым заместителем Бабичем. Он пишет о том, что готовы оказать содействие, но необходимо поставить, скажем так, все точки над «и» на той программе, которая была на 1 200 000 000. Значит, откуда эта программа родилась? Президент Абхазии, бывший президент Абхазии, обратился к президенту России с Владимиром Владимировичем Путиным с просьбой обязать, практически это было так, обязать российские банки прокредитовать инвестиционные проекты в Абхазии по льготной ставке. Потому как это было поручение президента Российской Федерации, эти банки пошли на это. И в Абхазии, значит,
должно было быть отобрано несколько проектов. Они были отобраны. Это было вменено, этим должны были заниматься в Министерстве экономики Республики Абхазия, но соответствующего документа там нет, несмотря на то, что там была рабочая группа, которая отбирала, есть приказ об образовании этой рабочей группы в рамках Министерства экономики Республики Абхазия, которая должна была подбирать инвестиционные проекты, перспективные проекты, проекты, которые могут быть реализованы. Вот определенное количество этих проектов было подобрано. В настоящее время практически ни один из этих проектов не вышел на проектную мощность, которая была предусмотрена. Сложилась серьезная задолженность перед российскими банками. Часть проектов, в принципе, можно довести до конца. Их нужно дофинансировать. Требуется дофинансирование. Какие-то проекты реализовать практически невозможно. Например, был проект по выращиванию морковки. Вот, пожалуйста, выращивание в открытом грунте и продажа корнеплодов и бахчевых культур. Значит, представлено кредитных средств 22 миллиона рублей. Оказана государственная поддержка 0. Значит, основной долг 22 миллиона, проценты 11 миллионов. Морковки нет, продукции нет, ничего нет. Дальше, вот, например... А кто ответственность должен нести, скажите? Вы знаете, коль скоро с такой просьбой к президенту Российской Федерации обратился президент Абхазии, тут должна была быть определена четкая роль абхазских государственных институтов. Они должны были сопровождать. Вот сейчас я обратился к Владимиру Владимировичу Путину продолжить эту программу, выделить нам 3 миллиарда. Если вдруг случится так, что мы сможем добиться этого, за это будет отвечать Министерство экономики. За то, чтобы они подобрали должным образом инвесторов, за то, чтобы они проверили их потенциальные возможности по покрытию этих кредитов, по обеспечению этого кредитов. Такая работа не была проведена. Это все было, мы не видим документы, в котором можно было бы... Кто должен теперь эти долги возвращать? Мы возвращаем долги? Есть в конечном итоге предприятия, которые получили эти деньги. Часть предприятий можно реанимировать. Часть им надо, вот, например, недостроенная гостиница напротив отеля «Лион», недостроенная гостиница через Баслу. Можно реанимировать объект Кандыхагра, там 250 миллионов рублей. Но это в любом случае вышло за рамки тех договоренностей, которые были. Вот все это списать и отвести к тому, что в рамках коммерческого риска, так если мы не умеем просчитать коммерческие риски, значит, к нам инвесторы не придут. Зачем им рисковать? Но часть коммерческих рисков и значительная часть иных рисков государство, если оно хочет развивать экономику, должно брать на себя. Государство не должно было устраниться от оказания правильной, точечной помощи этим проектам. Поэтому вот сейчас мы с такой просьбой обратились. Мы остановились на том, что нам необходимо закрыть прошлую программу. Какие-то материалы, видимо, придется передать в прокуратуру. Какие-то проекты реанимировать невозможно. То, что можно реанимировать в рамках вот старой программы, да, мы им попытаемся помочь и пойти дальше. Я к тому, что вот в этом вопросе у нас уже есть отрицательный опыт, который нам мешает сегодня работать. Для того, чтобы мы приступили к программе в 3 миллиарда, мы должны завершить работу по программе 1 и 2, к которому, по большому счету, отношения мы не имеем. Мы не знаем, как эти решения принимались, кем они принимались, кто этих людей подбирал и так далее. Это к тому, чтобы было понятно, что эта работа непростая, и что вчерашний день увязан с сегодняшним днем и с завтрашним тоже. Но мы постараемся из этого отрицательного опыта извлечь уроки правильные, и это дело довести до конца. Несмотря на это, мы продолжаем работу с инвесторами, сами подыскиваем таких инвесторов, и у нас есть такой неплохой пример, когда инвестор уже работает, вложил несколько десятков миллионов рублей в туристический объект в селе Тамыш. Этот объект будет построен, введен в эксплуатацию в 2 этапа. Первый этап будет введен в эксплуатацию 1 июля текущего года. Там будет работать около 180 человек на первом этапе. Из 180 человек, привезенных специалистов, привлеченных, будет всего 23. Остальные – это жители села Тамыш и близлежащих сел. Сегодня работает на этом объекте около 60 человек.
те, кто работают на улице, скажем так, по очистке территории, на строительных объектах, они получают в день 2000 рублей. А те, кто работают на сборке коттеджей в цеху, в помещении внутри, 1500 рублей. Это не просто было найти такого инвестора. И сегодня есть проблемы, но при этом я туда выезжаю. Там был исполняющий обязанности премьер-министра, там был заместитель министра внутренних дел, там был глава администрации района. Перед ними поставлена задача. Все, что положено по закону, чтобы инвестор имел, в сжатые сроки. Так все и происходит. Туда пришлось выехать начальнику экологической службы. Этот объект мы доведем до конца, он будет образцовым. С такой емкостью для туристов в Восточной Абхазии нет объекта. В Кальском районе начинается реализация тоже крупного по нашим меркам для Восточной Абхазии инвестпроекта по выращиванию голубики. Объем инвестиций 200 миллионов рублей в течение 2 лет. Вот, пожалуйста. Это в условиях пандемии. А вы знаете, какое количество инвесторов или бизнесменов должно было приехать в Абхазию, если не пандемия? Вы, наверное, слышали о том, что на встрече с президентом Российской Федерации мы поднимали ряд вопросов. В частности, для нас очень важно, чтобы заработал аэропорт города Сухум. И аэропорт города Сухум заработает. И это произойдет не позднее 2024 года. В 2 недели 1 раз проходит совещание в Минтрансе. Сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса. Сюда приезжали потенциальные инвесторы. Этот проект будет запущен. Там будет работать больше 1000 человек на этом объекте. 1000 человек найдут рабочие места в аэропорту. Конечно, если бы эту задачу можно было решить за 1 день, она бы была решена и ранее тоже. Но мы будем эту задачу решать, и мы ее решим. Такая задача будет поставлена перед правительством. Решение этой задачи, положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах. Следующий проект – это проект, связан с газификацией. Это имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности. Это альтернатива в известной степени электроэнергетики, резервная система. Вот сейчас... Вот вы меня опередили. Я как раз хотела об этом спросить. Все, продолжайте, очень интересно мне. Очень интересно. Да. У нас предварительные переговоры прошли, соответствующее поручение дано. Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ перед проектным институтом, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни 1 рубля. Это нам помогут таким образом. После чего начнется этот процесс. Сейчас мне сложно говорить, сколько это займет времени. Если по аэропорту я говорю крайний срок, январь 2024 года аэропорт будет работать по газификации, пока таких сроков у меня нет. Чуть позже, как это станет ясно, мы нашу общественность проинформируем. И обязательно скажем. И этот проект мы тоже реализуем. Это масштабный проект, в котором будет работать несколько сот людей. Будут обеспечены рабочими местами. И мы будем иметь в домах газ. Это очень важно. Это разгрузит нашу энергетику. Газ, он стоит дешевле. Люди будут пользоваться этим газом. И не будет тех проблем, которые сегодня есть. Вы знаете, некоторые люди мои слова будут воспринимать, видимо, как фантазию. Хотел бы им напомнить, это не фантазия. Газ в Абхазии уже был, газгольдеры были, поставка была. Мы не делаем ничего нового. Мы делаем то, что у нас уже было когда-то. В Сухуми в аэропорт самолеты прилетали и улетали, и это был лучший аэропорт. И грош нам цена, если этот проект мы не сможем реализовать. Кстати, у нас на телевидении есть проект, мы его называем сельскохозяйственным. Не совсем он сельскохозяйственный, но по селу называется Апсатоп-Харахуштара. И мы уже отсняли много сел, и уже есть возможность их сравнивать и так далее. И вот недавно мы снимали Кындых. И абсолютно другая картина. Там уже движение, которое там вперед, это чувствуется. Агропромышленных предприятий. Да, я думаю, что соседи Тамышцы тоже будут развиваться быстро, вот в таком направлении, но скажу, что беспокоит некоторых наших товарищей,
которые не злорадствуют, кстати говоря. И такие тоже есть, но я сейчас не о них. Ну, конечно, такие есть. А есть такие ребята у меня, друзья, которые говорят, что там археологический заповедник в Тамыше. Скажите, вы об этом знаете? Конечно, я знаю. Там есть археологический заповедник. Да. Строительные работы ведутся не на территории заповедника, а заповедник находится напротив. И второй вопрос, который очень часто обсуждают, значит, в соцсетях, это вот мы настроим себе вот эти туристические объекты, у нас доступа к морю, выхода к морю не будет, мы всю береговую полосу вот так вот закроем и прочее. Здесь вот эта ситуация, она просчитана. Кто так говорит? Очень много людей, которые... Пусть они приедут вообще всегда и пообщаются с жителями прибрежных сел восточных регионов Абхазии. Эта проблема, она просчитывалась? Нет такой проблемы. Нет такой проблемы нет, и ее быть не может. Никто не занимает прибрежную полосу. То, что называется прибрежной полосой, то, что имеет отношение к пляжу, это является собственностью всех жителей. Там не будет закрытых территорий. Сама территория может быть огорожена. Дома мы огораживаем, имеем право, а все остальное это принадлежит всем гражданам Абхазии. По этому поводу не надо переживать. Вот точно такой проблемы не будет. Если бы не энергетика, наверное, наш разговор начался бы именно с этого вопроса, с этой темы. Это пандемия, это коронавирусная инфекция, которая нас всех очень сильно напрягает. И, кстати, первый год как раз-таки вашего президентства, этот год еще не закончился, прошло около 8-9 месяцев, насколько мне помнится, совпал с пандемией, крайне сложным, критически сложным периодом. Мы наблюдали за тем, что творится во всем мире. Даже развитые, сильные в экономическом плане государства и вообще во всех отношениях сильные государства не очень успешно справлялись с этой проблемой. Большие проблемы у них и сегодня тоже. Мы вот маленькая страна, небольшая страна, и население у нас тоже немногочисленное. Но здесь, вот если мы начнем сравнивать, интересная вещь, особенно наблюдается в статистике. Скорее всего, во многих странах статистика о смертности, она занижена. Что касается Абхазии, мы тут все друг друга знаем, у нас другой менталитет, мы общаемся, коммуницируем иначе, очень близко и так далее. От нас что-то скрыть очень сложно. К великому сожалению, смертность у нас есть, мы знаем и о процентности, и о количестве людей, которых мы потеряли в результате этой болезни. Тем не менее, кстати, когда все началось, был такой страх, что наше здравоохранение, которое нуждалось в реформировании все это время, но этого не случилось, оно могло рухнуть, но этого не произошло. Мы избежали в этом вопросе тоже, но коллапса мы избежали, но ситуацию мы переживаем все равно очень сложную. Имея такую экономическую ситуацию, очень худую, очень никакую практически, да, вы получили не очень хорошее наследие, скажем, да, вот от прежней власти. Как нашему правительству удалось не провалиться, вот грубое слово, но выдержать эту ситуацию? Ситуация-то выдержана, как бы сложно не было. Как происходила эта работа, как организовывалась, и как вы оцениваете, кстати говоря, работу правительства в этом направлении, вот в противостоянии коронавирусу? Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова соболезнования всем семьям, где случилось так, что болезнь унесла, эта тяжелая болезнь унесла жизни, потому что у меня не было возможности ранее говорить на эту тему так предметно. Мы столкнулись с этой проблемой, и у нас не было иного выбора, как приступить к решению данной проблемы. На самом деле у нас заболело 11 411 человек, летальный исход 156 человек. Если говорить о процентах, об этом приходится говорить, это 1,4% умерло от количества заболевших. Ситуация на сегодняшний день, она очень непростая.
она сложная, при этом она контролируемая и управляемая властями Абхазии. Почему она контролируемая и управляемая? Почему так получилось? Да потому что в этой беде очень многие люди на нее откликнулись. Тут не только роль государства. Тут вы, наверное, помните, когда уроженцы Абхазии, бизнесмены, вот они проводили акцию «Мы вместе», и были собраны существенные денежные средства, около 60 миллионов рублей. В нашем случае это большие деньги. Международные организации помогли. Абхазская диаспора в Турции помогла, существенная помощь оказана. Друзья Абхазии помогли. Хазрет Меджидович Совмен, наш друг, мой старший друг и товарищ, он, не задавая лишних вопросов, мы пообщались в телефонном режиме. Из-за ковида у нас не было возможности встретиться. Он спросил, как дела. Я сказал, что все непросто. Он говорит, дайте мне счет. Я ему направил счет, и он перевел 50 миллионов рублей. Настоящий Вот в этой брат. истории, да, в этой большой истории есть такие составляющие. Ну и руководство страны, кабинет министров, врачебное сообщество, Российская Федерация. Они очень серьезным образом поработали. В Абхазии создано 530 койко-мест. Только из бюджета Республики Абхазия на сегодняшний день на борьбу с пандемией направлено 265 миллионов рублей. Имейте в виду, просил бы вас обратить внимание, несмотря на то, что мы не набрали почти миллиард рублей из того, что мы должны были набрать в собственную доходную часть бюджета, мы изыскали еще 260 миллионов рублей на борьбу с этим заболеванием. С учетом, собственно, доходная часть нашего бюджета — это чуть более 5 миллиардов. Мы больше 4, это получается 13-14% денег, которые мы собрали в бюджет, направили на эту проблему, на решение этой проблемы. Мы обследовали более 50 тысяч наших граждан. Обследование, оно носит, вы, наверное, знаете, бесплатный характер. Хотя попытки чем-то злоупотребить были. Вы, наверное, знаете о том, что в Гудауте было построено специальное помещение. Оно обошлось 10 миллионов рублей. Был приобретен на средства наших бизнесменов, диаспоры, да, КТ-аппарат, который установлен. Были некоторые сложности, он функционирует. Огромное количество ИВЛ-аппаратов приобретено, огромное количество концентраторов. Развернут российский военный госпиталь в Сухуми, в Гагре, в Тхварчели, в Ачимчире. В больницах создано отделение по противодействию ковид, вот этой проблемы, да, по противодействию. То есть и врачи наши тоже приобрели определенный опыт. Нам помогают наши врачи, которые, уроженцы Абхазии, находятся в Москве и в других городах. Они консультируют. На протяжении нескольких месяцев вахтовым методом к нам приезжают специалисты из Российской Федерации в наш ковид-центр. У меня была встреча с министром здравоохранения Российской Федерации в администрации президента. Мы просили Российскую Федерацию оказать помощь в плане вакцинации населения. Этот процесс тоже будет запущен. Недавно я услышал такое, что вот государственный бюджет, который не был принят, в этом государственном бюджете заложена там небольшая сумма на противодействие ковиду. На самом деле там заложена небольшая сумма, но есть резервный фонд президента, это 350 миллионов рублей. Вот исходя из моего опыта, незначительного по времени опыта, 80% денег из резервного фонда и были направлены на противодействие вот этой пандемии. Мы ситуацию и дальше будем контролировать, мы ситуацию и дальше будем ею управлять и принимать необходимые меры. С этой проблемой мы справимся. У меня складывается такое впечатление, что ковид никуда не денется. Мы должны научиться жить вместе с ним. Значит, вакцинация, значит, меры предосторожности, рекомендации должны быть соблюдены. Из-за ковида у нас сорвался учебный процесс и многие-многие процессы в социальной сфере у нас возникли проблемы, не говоря уже об экономике. Это масштабная проблема. Никогда ранее
с такой проблемой руководство Абхазии не сталкивалось. И те, которые хотят, чтобы у нас ситуация стала лучше, не должны злоупотреблять этой проблемой. Тем более они небольшие специалисты. Но если попытаться из всего извлекать плохое и попытаться расшатывать ситуацию, материал, конечно, есть. Это можно преподносить, но объективная картина, она такая. В контексте этого вопроса с ковидом в центре Европы, в той же Германии, локдаун. И вообще не только в Германии, в Европе локдаун за локдауном, да? Да. Вот. В Нидерландах мы знаем, что это за страна, приоритет там прав человека и так далее, и так далее. Вот менталитет этого народа и прочее. Но впервые после Второй мировой войны они ввели комендантский час, скажем так, ночной, да? Да. И это вызвало там митинги, демонстрации и так далее, и так далее. У нас я часто слышу от оппозиционно настроенных людей, значит, мнение, что надо было жестче и надо было быстрее реагировать. И, скажите, у нас локдаун был возможен? Вы думали об этом? О более жестком карантине, чем есть? Если разумные подходы предполагают некое усиление мер, значит, надо идти по такому пути. Мы с такой проблемой ранее не сталкивались. И нет у нас умников, которые имеют рецепт по решению данной проблемы. Говорить можно очень многое. Мы готовы выслушивать конструктивные, профессиональные советы. Никаких проблем. Мы готовы их выслушивать. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один вопрос. В настоящее время по всей республике Абхазия содейственно персонала медицинского 371 человек обслуживают ковид-больных в Абхазии. Значит, для всех, кто работает с ковид-больными, была предусмотрена повышение доплата к заработной плате. На эти нужды с апреля прошлого года, это небольшая у них зарплата, но мы предусмотрели такую возможность. Значит, доплата к заработной плате 54 миллиона рублей. Это небольшие деньги, все относительно, но и возможности нашей экономики небольшие. Откуда взяться этим возможностям, если мы не реализовываем одни проекты, вторые, если мы не создаем рабочие места, если наш бюджет не увеличивается и так далее. Это все взаимосвязано. Я так и не высказал оценочных суждений в адрес. Это долг правительства, долг президента, прямая обязанность заниматься решением этих проблем. Единственное, кого я хотел бы отметить, это наш медицинский персонал. Непосредственно тех, кто работает с больными. Низкий им поклон и большая им благодарность. Вот перед ними мы точно в долгу. Мы понимаем, что люди устали, они на грани износа. Но как нам быть? Как нам быть? Придется это пережить. Поэтому нравится это кому-то, не нравится. Ограничительные меры, которые мы ввели, в известной степени являются подспорьем. Вот больше контактов, больше заболевших, меньше контактов, уровень или количество больных уменьшается. Это вещи взаимосвязаны. Не все ожидали вот такой сплоченной работы, вот такой мобилизации сил, коих было, казалось бы, немного. Конечно, подвиг медиков – это отдельный вопрос, но я еще наблюдаю со своими коллегами за тем, как меняется оборудование наших медицинских лечебных учреждений. Нет худа без добра, говорят же. Вот представьте себе Очимчирскую больницу до этой ситуации. Гудаутский госпиталь. Гудаутская больница, к счастью, до 2014 года Александр Золотинскович успел отремонтировать это здание, и это оказалось очень большой помощью, когда такая ситуация сложилась. Инфекционная больница в Сухуми, я давно слежу за этой больницей, ее практически развалили в последние годы, она была развалена. Я не хочу о проблемах, говорить о проблемах, которые привели к этому, но сейчас мы наблюдаем за тем, как больница, даже в таких тяжелых условиях, она как бы возрождается. И я к чему все это говорю? Когда у нас все это пройдет,
вы сказали, что мы будем все равно жить с коронавирусом и так далее, но не в таком формате, не в таких объемах, размерах и так далее. Ситуация, конечно, стабилизируется. Вот сейчас власти, которые занимаются этой сферой, этой отраслью, вообще я так думаю, что все руководство страны, занимаясь этим вот таким вот образом, закладывает основы для реформы здравоохранения через определенное время, но не откладывая в долгий ящик. По-моему, вот сейчас создается хорошая база для этого. Во-первых, сами медики, которые думают, что очень многое пересмотрели за это время, которое они переживают, и вот задел, который сейчас вот имеет место быть в наших медицинских учреждениях. Я пропустила один вопрос, вернусь к нему. В прошлом году одни проблемы, но были какие-то моменты, которые вселили в нас какой-то оптимизм. Хотя, может быть, его не так много, как то, что мы переживали все это время. Мы знаем, какой проблемой для нашего сельского хозяйства была проблема мраморного клопа. С этим ситуация в 2020 году, правда, сильно изменилась. И оттуда в 2020 году мы получили очень хороший урожай цитрусовых. Но здесь тоже, когда у людей появилась возможность заработать, наконец-то заработать, на границе сложилась несколько сложная ситуация. Что вы думаете о цитрусовом сезоне 2020 года? И о ситуации, которая была на абхазско-российской границе в этой связи. В этом году на самом деле был очень хороший урожай цитрусовых. Данные сегодня мне были предоставлены с Государственного таможенного комитета. На сегодняшний день экспортировано 52 тысячи тонн цитрусовых, перевезено через пункт пропуска ПСО. 52 тысячи. Это рекордный урожай. Случились очереди на пункте пропуска. Хотел бы вас проинформировать о том, что по количеству машин, которые переезжают через этот пункт пропуска, и по количеству людей пункт требует капитального ремонта и реконструкции. По этому поводу у меня была встреча в Минтрансе Российской Федерации. Мы подготовили письмо на имя Владимира Владимировича Путина с просьбой оказать содействие в увеличении возможности пункта пропуска. И этим они занимаются. Эта задача тоже требует нескольких лет. Это капитальное вложение. До конца этого года документы поручения уже даны, прорабатываются. Будет полное понимание того, когда возможности пункта пропуска будут расширены. Сейчас же почему случились очереди? Я не знаю, вы в курсе или нет. Перевалка мандарин, перевозка через государственную границу в 2019 году, в 2018, в 2017 обходилась нашим экспортерам, а по сути нашим крестьянам, которые выращивают мандарины, в 12-14 рублей. А когда с ними устраивали торг, их просили опуститься в цене, потому что там цена в России такая, 12-15 рублей мы должны заплатить на границе. И таким образом крестьянин, понимая, что по новым правилам он сегодня не имеет возможности сам вывести. Это связано с тем, что Россия подписала определенное соглашение со странами Евразийского экономического сотрудничества, там есть определенные правила. А если мы когда-то в этот союз войдем, на нас это распространяться не будет. Как в добрые советские времена можно будет свою продукцию положить к себе в машину и повезти в любой российский город. И никакие документы иметь не надо, даже сертификаты, если мы будем в союзе. Мы не позволили, чтобы перевалка стала дороже. Вот теперь представьте себе нечистоплотных служащих на государственной границе, которые потеряли 300 миллионов рублей. Вот эти 6 рублей, которые там платили им, это же прикарманивалось. Одна из причин, по которым иногда нашим экспортерам сельхозпродукции приходилось стать, в том числе и в этом субъективная причина. Другая, да, возможности пункта пропуска, а не ограниченный поток был большой. Этим я не оправдываюсь, я просто объясняю. При этом я
имею полное основание заявить о том, что вот эти 300 миллионов рублей, которые там не заплатили, осели в карманах наших сельхозпроизводителей. Это 5-6 тысяч семей, может быть. Но если их поделить на эту сэкономленную сумму, это 50-60 тысяч рублей, не на ноги. Около 7 тысяч семей по всей Абхазии. Для нас это важно. Это огромное количество людей. Они в этом году заработали неплохие деньги. И мы эту линию будем проводить. В связи с этим еще раз хотел бы подчеркнуть, что поручение президента правительству, что цена перевалки не должна превышать 6 рублей, выполнено. Да, это было сопряжено с такого рода сложностями. И все это было сделано для того, чтобы наши аграрии, наши сельчане заработали больше денег. Мне представляется, что эту задачу нам удалось решить. В будущем году мы постараемся сделать еще лучше. Будем думать, как это организовать. Но вот эти ограничения, связанные с вывозом, они будут работать до тех пор, пока мы не войдем в Евразийское экономическое сообщество. Большая работа проводилась в те дни, когда была такая пробка на границе. Кстати, и министр сельского хозяйства, и другие наши чиновники, они все время занимались этой проблемой. Вот. Неоднократно выезжали туда, да, на места. Выезжали, Несколько раз совещания наши проводил журналисты всегда с ними работали да, на границе, да, поэтому знаю, сколько сил вкладывалось в то, чтобы найти хоть какой-то выход из положения и помочь людям. А в конце прошлого года вы заявили о том, что кое-кто потеряет должности. Да. Люди зашевелились. В обществе это было людям очень интересно узнать. Ну, мне интересно знать, вы не поменяли свое мнение? Нет. Это произойдет? Если это произойдет, хотелось бы знать, лишаться должностей кто? Аутсайдеры, которые не разбираются в своей отрасли, не справились с работой, или же не хотят работать? К этой работе мы подойдем очень ответственно. Вы, наверное, знаете о том, что в настоящее время в медицинском учреждении находится представитель правительства, наш, представитель кабинета министров. Вот он вернется, и мы эту работу доведем. Эти вопросы надо решать коллегиально и сообща, несмотря на проблемы. Но сама проблема, ситуация существует. Да, конечно. Я, по-моему, кое-что вам сказал, даже вот не называя. Я уже обозначил места проблемные в ходе нашего разговора. Я сказал, что мы будем вынуждены принимать кадровые решения в части, имеющие отношение к работе правоохранительных органов. Вы когда-нибудь увольняли людей с должности? Чтобы наказание было адресным и обоснованным. Вот я заявлял о том, что к концу года будут кадровые перемены. Мы уже готовились к ним. У меня были определенные консультации и с премьер-министром, и с главой администрации президента. Потом случилось то, что случилось. Есть определенная корпоративная культура, есть этика, да? Вопросы эти решаются определенным образом. Ничего страшного, наверное, не произойдет, если мы дождемся, люди выйдут на работу, и вы узнаете. Александр Георгиевич, вся ваша команда, то есть административный ресурс, он вообще до конца не сформирован. Ведь многие руководители, главы сел и так далее, они не поменялись. Не, ну почему не сформирован? Мы решили, что эти руководители могут оставаться на своих местах. Вот вызовы, да, и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. У нас будет возможность по-другому посмотреть еще раз на глав сел, районов и городов, как они в этих кризисных условиях будут справляться с этой задачей, которая имеет непосредственное отношение к ним. Вот задача, связанная с незаконной деятельностью майнеров. Это согласны вы со мной, что мы по этому аспекту тоже можем иметь суждение оценочное, как они справляются? Да. Эти факты будут выявляться и так далее. Я не сторонник того, чтобы разбрасываться кадрами. У нас их не так много. Формируя правительство, назначая руководителей, я не исходил из того, какие политические силы они представляли. Вы можете сделать анализ и посмотреть.
и вы увидите картину, которой не было здесь очень давно. По руководителям, какое количество руководителей сохранили свои должности и так далее. Но сейчас уже прошло определенное количество времени. Пришло время подводить итоги. Мы и собирались подвести итоги деятельности в январе и принять решение. Год же закончился. Не 31 декабря же год закончился. 31, 24:00. Потом у нас были каникулы, а потом мы должны были принять решение. Ну, по ряду обстоятельств заболели и так далее. Это решение придется отложить, видимо, там, на февраль, может быть, дай бог, чтобы все вернулись на работу побыстрее, но такие решения будут приняты. Наверное, мы будем уже завершать. По этому поводу, если позволите, я хочу высказаться, потому что был такой период, когда пытались обществу навязать мнение о том, что вы проводите массовое увольнение своих несторонников и так далее. Но этот миф, кстати говоря, не был воспринят обществом, потому что факты говорили об обратном абсолютно. Да. С другой стороны, на самом деле в правительстве и в других звеньях власти очень много чиновников, которые работали в прежней власти, да, с предыдущей властью они работали. Вы их не поменяли, они вливаются затем в вашу команду. И это похоже на то, что у нас в Абхазии, конечно, нет коалиционного правительства, у нас другая модель все-таки власти, да? Но то, что произошло в Абхазии, я могу назвать, если исходить из политической теории, политологии, частичной коабитацией, то есть когда представители прежней власти, да, чиновники, представители новой команды, они соперники вообще-то политические, но оказываются в одной команде и вместе работают. Иногда это дает хороший результат, а иногда, наверное, не очень. Тем более у нас, скажем так, частичная коабитация. Да. И чем эта ситуация закончится, выводы, наверное, мы будем делать позже. Ну вот, завершая наш эфир, Аслан Георгиевич, я хочу сказать, что многие наши зрители считают, что мало видят вас в эфире нашего канала. Я, не часто, редко, правда, но иногда мы общаемся с вами, да, и также не часто, но с премьер-министром тоже. И каждый раз, когда я пытаюсь сказать, что надо озвучить позицию по этому вопросу и так далее, я понимала, что у вас ситуация непростая, и вы каждый раз говорите, что некогда, очень много работы, дайте время, некогда, надо много работать и так далее. Конечно, это очень хорошо, но я все равно хотела бы, чтобы у вас была возможность для более тесного взаимодействия и с государственными СМИ, и с негосударственными СМИ. Это очень важно. Как недавно сказал один из больших реформаторов, не хочу называть его фамилии, он провел очень серьезные реформы, а потом практически оказался как бы на улице, невостребованным, да? И он признался в том, что одна из его ошибок заключалась в том, что его команда работала много, работала быстро, они проводили реформы, все время находились в действии и не успели сопровождать это все нужной информацией. Он считает, что одна из причин, почему с ним в конечном итоге так случилось, это вот нехватка информации. Всегда общество, люди должны быть в полной мере информированы о вашей работе. Хочу пожелать вам здоровья, успехов, терпения, выдержки и общения с нами. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно было с вами пообщаться. То, что вы сказали, я беру на вооружение. Такие встречи мы можем сделать регулярными. Вот некое затишье, я повторяюсь уже, даже оно связано было
с проблемами, которые в нашу жизнь привнесла пандемия. Она порушила все планы. Аслан Георгиевна, абринахас сара с коллегаджа иртахуб яхинзава а интервьюка феревча псофила яхахаларц янахталарц яхал шума بريحشت صورك حامو بابسو حناي زلك بزيح يبحث بسوشيال يجرس جورس بسوشيال يحاول شو ما انترفيو خنك نتصوفن زنصرا تشزنا что بحلقة هي تبو بدارت زبخقة أس ويجان خلا يحبرخاجو هيجز بزوم بس شابسيو خرمت زمو بزيو بحو حربيقة ما خسيلوك عرب ساعة زرب خبص بيانا قول ناس بري سكويتوي سخخي سكوانا قريس حرت صعب نس كتا ساعة زيد وبري بحزل صايوس وبري أنبي بسشو لقيت شحكا بأحساب يتبو بدارت زم يتبو